Согласно информации, распространенной в социальных сетях, уйгурский экспатриант Абдулла Абдулазиз, который с 2014 года находится в тайской тюрьме, умер от болезни. Выяснилось, что его жена и дети находятся в Турции. В период с 2013 по 2014 год в Таиланде были задержаны сотни уйгуров, которые хотели сбежать от китайского притеснения и произвольных арестов в Восточном Туркестане и отправиться в Турцию через страны Юго-Восточной Азии. Некоторые из них были отправлены обратно в Китай, а некоторые позже попали в Турцию. Но более 60 уйгуров все еще находятся в центрах содержания под стражей в Таиланде. Турки-уйгуры, которые продолжают оказывать помощь в районах землетрясения, предлагают пострадавшим уйгурский хлеб нан и туркестанский плов. Команды, состоящие из турок-уйгуров, проживающих по всей Турции, продолжают свою работу по оказанию помощи в районах стихийных бедствий, особенно в Кахраман-Мараше с первого дня землетрясения. В смартфонах, предлагаемых китайскими производителями для продажи внутри страны, предустановленных приложений в 3-4 раза больше, чем в глобальных версиях, и они буквально воруют данные пользователей. Согласно отчету, подготовленному ирландскими исследователями, китайские бренды, такие как Xiaomi, Oppo и OnePlus, размещают рекламу и шпионское ПО в своей стране. В Китае, где операционная система Android используется на 70%, программы также обрабатывают пользовательские данные без разрешения. Китай заявил, что с начала 2022 года в его воздушное пространство вошли более 10 американских аэростатов. Только с начала прошлого года американские высотные аэростаты совершили более 10 незаконных полетов в нашем воздушном пространстве без разрешения китайских властей, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Виньбин. Официальный представитель Госдепа США Джон Кёрби заявил, что эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности. Также Кёрби добавил, далее цитата: «Мы не летаем на воздушных шарах над Китаем. Это абсолютно верно». Конец цитаты. После землетрясений, которые вызвали серьезные разрушения в 10 провинциях Турции, китайский дипломат поделился информацией о том, что мост Чанаккале, построенный в партнерстве Турции и Южной Кореи, в строительстве которого Китай не принимал участия, является надежным. Мост Чанаккале 1915 года расположен примерно в 1200 километрах от Кахраман-Мараша, эпицентра землетрясений. Джан Мэйфан, генеральный консул Китая в Белфасте, Северной Ирландии, написала в своем твиттере: «Мост, построенный Китаем в Турции, пережил землетрясение». В конце своей публикации Мэйфан уточнила, что речь идет о китайских технологиях. Власти Филиппин заявили, что китайский корабль береговой охраны нанес физический ущерб экипажу филиппинского корабля береговой охраны в Южно-Китайском море военным лазерным лучом, вызвав временную слепоту. Береговая охрана Филиппин подчеркнула, что лазерный луч вызвал временную слепоту у некоторых членов экипажа и что эта атака нарушила суверенные права Манилы.